Сейчас быстро нагреется изба. Буржуйка рулит. Вот это самый прекрасный момент, когда ты в избушке и топишь печку. Ты уже знаешь, что сейчас будет тепло, хорошо. Вот и все. Все кончилось теплое лето. Вот и все. Уже эту газету вот здесь закроем. Прошлогодний ремонт у меня не было просто в наличии этих листов, закончилось. Сейчас тоже съезжу в город, куплю штук 100, ну где-то штук 100, чтобы вот здесь закрыть, вот тут, и может даже амбар тоже закрою. Сделайте, чтобы уже забыть, чтобы все уже на века сделано. Это надолго потом хватит. Но это летом займемся, этим займемся летом. Все еще буду снимать. Самое главное, чтобы мост не уплыл, и я мог на УАЗике приехать. Вот. Рюкзак надо взять. Чайник поставить. Скипеть им чай. Как и говорил, будем сегодня бич-пакет есть. Вкусный бич-пакет. Так, время, ребят, 9 часов 40 минут. Как и мы приехали, затопил печку. И где-то 2,5 часа я тут вообще, она засыпал. В общем, что-то не очень хорошо себя чувствую. Какие-то мурашки по телу. Колотит. В общем, пипец. Вот. Сейчас термоса попью кофе с молоком. Хоть на улице выйти, там что-нибудь сделать. Я еще чай не скипятил, ничего. Я как приехал, я все еще валяюсь. Забыл, что ли? А вот она. Хорошо, быстро нагревается изба там. Нагрелась я там в тепле. Да и не раздета в бушлате, как лег тут. Пипец. Вот это да, первый раз такое вот за последние года. Чтоб в тайгу приехать и валяться на нарах. Ничего, сейчас выйдем на улицу. На улицу выйдем, костер организуем. Как и обещал, будет еще чай на мангале. Сейчас горячее выпью. Легче будет. У всех, наверное, когда простудные заболевания были, когда мурашки вот так трещат. У меня такой маленький колотун. Сейчас сходим к реке за водой. Костер. Будем восстанавливаться.
Тулан, как всегда, где-то бродит. Его нету. Ветер северо-западный. Ух ты. Хреновый спуск тут, конечно. Ну вот. Такая река. В следующий раз уже здесь буду снимать для вас по открытой воде. Вот этот крутой берег все зальет, конечно же. Весной очень много воды. Фу. Опачки. О, загорелась. Навален. Что навален? Рассказываю. Вот это верхнее бревно сгнило. Второе бревно вроде как еще даже и нормально. Только край где-то сантиметров 30. Если обрезать, то под хорошей кровлей он будет еще крепкий. Он крепкий. Даже думаю, не стоит его и трогать. Эти доски пускай тоже так будет. Здесь тоже под навесом такие доски были. Ну, баня по черному, но там уже, наверное, как бы тоже
хламу. С избы выносили вот этот. Как же. Ну, открытым и оставлю его. Дверь. Потому что начало протекать очень жестко. Там течет. Надо бы, конечно, сейчас уже сделать все это. Надеюсь, за лето ничего еще с ним не случится. Потолок не свалится. Тут куртка дедовская, старая память у него. Но это надо сжечь еще. В общем, весной приедем, это я, наверное, буду еще сжигать. Нафиг он мне нужен. Эти матрасы только, ну как сказать, не матрасы, а как же это-то? От дивана там спинки тоже все сырые. Хотя вот 2-3 штуки постелил, вот тебе постельное уже. Можно спать на нем. Вот. Ну, баня по-черному. Такая вот печечка. Баня маленькая, небольшая. Мылись, парились, когда мещину заготавливали. Вон там вот этот угол, капец, там, конечно, течет жестко. С этого края. Вот тут где-то протекает очень жестко. Это в одиночку я поднимал. Ай, ой, как вспомню. Все это. С дедом мы строили вон там, когда изба была, вот эта избушка вон там, где вот сосны. В том углу баня была. Потом разобрали, сюда все перенесли. Новый дом поставили, новую избушку. А баня еще там стояла. И я во время охоты, делать нечего, по весне тоже приехал. И оттуда все эти бревна в одиночку на себе перетаскал, поднял, строил. В принципе, еще нижние венцы крепкие. Да, наверное, буду ремонтировать. Может, что-нибудь я буду там еще хранить. Вещи. Почему бы и нет? Может, баню там. Можно эту печку разобрать, обычную железную печку поставить с трубой. Тоже можно сделать, организовать. Я не фанат бани, но во время сенокоса мы работали. И летом в жару, конечно, после работы хотелось помыться и отдыхать. Поэтому баню строили. Вот. Короче, дело к ночи. Или если сильный с ветром дождь будет попадать, тоже нехорошо будет. Наверное, чуть-чуть щель оставлю еще. Ну так, полностью не закрою. Как-то вот сделать. Если так, это маленький. Ну, в общем, сейчас что-нибудь подложу и пускай будет так открытым, приоткрытым. О, мыся ночам. Короче, ребят, смотрите. У меня 2 палки уже готово. Шампура. Шампур-мампур. Сегодня будем жарить шашлыки, сосиски. И хотел я железные шампура взять для удобства. Но вот видишь, если сразу не положишь, просто ты его забываешь. Да, ладно, забываем. Он о тебе не забыл, бездельника. Вон он наш бездельник. Видите его? Морда наглая. Глухарь улетел сегодня у тебя? Улетел. Нагулялся? Все? Нагулялся.
чувствуешь? Птицы уже начинают петь. Обалдеваю. На другом берегу слышно. Это те птицы, которые круглые сутки поют. Вот именно те уже. Ну, хватит. 4 штуки вот такие сделал. Вот они. Все. Шампур мампур. Не будем, хватит. Хватит, скажи. Ну что, ребят, бич-пакет, сосиски будем готовить. Бигбон этот. Попробуем. Думаю, получится очень вкусно. На углях пожарим. Смотрим. Ну и бич-пакет еще тут. Еще. Почему бы и нет? Заодно попробуем. Вот так вот. Заливаем водой. Ну пока жарим шашлыки, вот это будет завариваться. Все. Окей. Занесу в избушку. Пусть там парится, жарится. Мало когда жарю, вот это готовлю. Тоже. Ну и так сойдет. О. Не прошло и 5 минут. Я уже переворачиваю, вот так все это классно набухает и румяным становится. В прошлом году один раз вот Денис, сын старший, шашлыки тоже готовил из этого, из сосисок. Мне очень понравилось. Знаете, намного лучше, чем вот бывает там мясо готовишь, паришься. Туда на спать. И это долгий процесс. А этот взял, вот эти, вот они. Я и говорю, быстро румяным становится. Вот этот нижний надо еще как-то отдельно, наверное, держать так. Второй... А, нет, тоже в принципе. Ну, очень-очень быстро. У средний вообще огонь получился. Дрова здесь и сосна, и елка, и береза. Это, который горит, это сосна. Ничего, не впервой. Сейчас еще вот этот, что-то. Эти два хорошо получились, вот этот еще. Самый крайний левый. Вон, смотрите. Вон они какие. Аппетитные, согласитесь. Короче, так я все обжарю и уже за столом встретимся. Показываю, что у нас получилось. Так обжарил. Вроде нормально. Ну и заварился вот такой супец, бич-пакет.
огурчики свежие. В общем, будем обедать с хлебом еще. Обед, чай, все это. Сейчас Тулану дам. Вот тут сосиски с хлебом. Пусть тоже покушает. Целый кострон. Иди. Целая миска у тебя его нет. Хлеб и сосиска там еще. Пусть покушает немножко. Синица что-то раскричалась. Аппетит нагулял. Пусть ест. Мы тоже нагуляли. Так, ну вот. Руки помыли, все помыли. Сейчас попробуем справа вот это. Вкусный. Вообще не надо заморачиваться. Наверное, сосиски самый быстрый, удобный вариант для шашлыка. В походах, если с детьми идти вот так на палочку поставить, дать им, и пусть они сами жарят. У каждого, наверное, получится. Реально вкусно. Так, ну и еще самое главное, это же, конечно, вот этот бич-пакет. Но мне он особо не понравился, ребят. Вот этот Big Bone какой-то. Я больше брать его не стану. Я два вида брал, ну, в пятерочке. Один раз попробовал уже, но не так. На вкус все мы разные. Он должен острый, должен быть острым. Сейчас попробуем. Пока не понял. Да, и в комментариях, что вот вы пишете, что ем бич-пакет или еще, но ваши комментарии ничего не изменит. Бесполезно такое мне писать. Я как показывал, дальше буду показывать. А не за кадром, там, скажем, камеру выключить, там разбавить и жрать, а на камеру только самое вкусное показывать. Нет, мне за это вообще нисколько не стыдно. Очень даже вкусно. Мне нравится. В походах самое то. Независимо, что ты охотник, или же рыбак, или же бизнесмен, все одинаково употребляют. Все. Все употребляют. Я в магазин захожу, там обычно заваривают любой бич-пакет, пюрешки, кофе пьют с автомата. И то, что вот мне пишут, что я с деревни там и ем всякую химию. Жизнь такая, ребят. Химию есть. Вкус томата я чувствую. Вкус томата чувствую и непонятно. Какой-то вот непонятный вкус для меня. Такой поход. Сегодня я не умею отдыхать. Если честно, я не умею отдыхать. Вот по-человечески на природе я не умею отдыхать.
Я приеду и постоянно что-то делать надо, вот, как будто вот надо это сделать, это успеть. А сегодня с утра у меня вообще хреновое дело. Я приехал, меня трясло, и я сейчас немножко, хоть пару часов я отдохнул, полежал, и мне легче стало. Я сейчас себя как бы чувствую более-менее. Сейчас покушаем, еще сил наберем. А после обеда, ну, я обратно поеду. Тут больше задерживаться не стану. Вкусно. Не скажу, что сытно. Это обман голода. Но от этого получаешь удовольствие, когда ты ешь. Некоторые просто ненавидят бичи-пакет. Просто ненавидят. Есть такие люди, которые вот именно не кушают. Я даже своих в одном селе живу. Вместе работали с одним человеком. Нет, я, говорю, бичи-пакет. Я чуть-чуть, говорю, потеряю время, но я сварю макароны и покушаю, но не бичи-пакет. Ладно, не буду слишком сильно раздражать. Лучше колбасу съем. А это за Петром буду есть. Что мне напоминаю? Знаете что? Вот это вкус. Это вкус. Вот я, когда кусаю, я чувствую, как будто я на углях подержал рябчика. Что-то это в этом роде есть. Потом весной приедем, что-нибудь будем делать. Территорию берем. И все остальное. Не, ребят, хочется есть. Давайте, я выключаю. В общем, вот такая картина. Ем вкусную еду. Ну, я имею в виду шашлыки из сосисок. И вот этот лапшу. Пишите, комментируйте, кто ест бичи-пакет, лапшу, грубо говоря. Кто ненавидит. А я ем. Я от этого удовольствие получаю. Очень вкусно. Съел полностью. Отлично. Я тоже наелся. Хорошо. Вообще не хочется ехать. Хочется побыть еще с ночевкой. Ну, интересно, как ты, Лок? Лок, тула. Сейчас искупаешься, паренек. Лок, тула, Лок. Опа! Я ж говорил. С крещением, пацан. С крещением водой тебя. Ну, вон тула. Вот собаки разные. Вот через 5 минут он будет сухим. Поверьте мне. Айда, если так провалится, до вечера она будет сырым. Я не знаю почему. У него шерсть отталкивает воду. А у Айды, блин, долго она сохла.
Вроде на вид одинаковые собаки были. Ну, я имею в виду Айда и вот Тулан. Гусей нету. Полдня уже здесь и ни одного гуся. Вот так же и человек думает, что там хороший лед. Если под снегом еще. Прыг и все. Вон там открыто уже полностью. На этот, где вот остров. Там течение большое, мелководье. Миску уберу. Может так еще сухомятку дам. Так и так, сухомятку сегодня я его кормлю на. Может так кусок хлеба еще дам еще. Вот так. Все, отдыхаем. Хотя сегодня ни хрена не устали, но пускай будет выходной у нас. Oi, Мунан. Тулан. Мунан, вода. Пищит. В печи еще дрова остались. Я, в общем, собрался. Все, поедем. Спасибо, изба. Было очень комфортно, тепло. Вообще здорово отдохнули. Вперед, Тулан. Да, поедем. 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 Поедем туда. Ну что, ребят, я уж собрался. Сейчас поедем обратно. Ну, такое прогулочное сегодня путешествие. Отдохнул. Сейчас после обеда еще где-то часик полежал. Не могу заснуть. И что-то себя не очень хорошо себя чувствую сегодня. Самое главное. Так что лучше я поеду домой. Да, и здесь делать, в принципе, пока нечего. Всему свое время. Придет время, будем что-то ремонтировать, что-то делать. А сейчас, сегодня уж точно ничего не получится у нас. Еще покажу вам, как все это выглядит. Следующий поход сюда уже будет на лодке. Я сезон снегоходов закрываю сегодня. Ждите видео уже. На этом месте будет стоять лодка. Вот тут. С Туланом, как всегда. Поставим сюда столик, который вон там. Это другой раз уже сюда установим. Пока тут ничего делать не стану. Все, оставляем пока так. Пускай все так будет. Все, спасибо, изба. До новых встреч. Мы поехали. Поедем домой. Сейчас Тулан полпути будет бежать. Пусть устанет. Там вольер он будет отдыхать. У него сейчас походу тоже заканчивается. Хрен пойми. Примерно числа может до 10 может получится на лодке выехать, не раньше. Да? Это считай полмесяца еще.
Вон 2 штуки улетели. Где-то вот тут, наверное, сидели. Я не видел, откуда они взлетели. По течению пошли. Может, здесь пролетят еще. Или вниз пошли. А, вот. Кряквы. Спокойно летаю. Тула, догнал. Пошли, поехали. Сейчас у беседки я его возьму, заберу. Потом на сани посажу. Бля. Не удержал. На избушке, вот, на избушке, ребят, я включил. И здесь показывает максимальная скорость 20 км в час я проехал. Ну так, быстрее не разгонишься, и он так и едет. Вот этот альбатрос 22 максимум у меня получалось зимой. А сейчас какая-то корка наста и лед такой вот. Я чувствую, как будто вот эти сани тормозят немножко даже. 4320 проехал от избы. 4320. От дома до избушки 13700. Получается, до машины, грубо говоря, 10 километров, наверное, будет. Посмотрим. Все узлы, в принципе, вот эти узлы все выдержали. Я вот думал, может здесь что-то отвалится, отклеится, вот сварка, вот это все. Не, нормально. Слабинка, вот если груз таскать, вот где-то вот тут, наверное, что-то ломается еще. Проводная труба. Что-то в интернете видел. Когда вот бревна или еще какой-то груз перенагружаешь, то получается энчичи куили. Пукасаны. Пила не пригодилась сегодня. Вот. Если бы нас держал в лесу, я бы покатался еще по тайге. Где-нибудь еще валежник бы 2 бревна бы дернул на ремонт крыши бани. Но, к сожалению, просто вот, в сторону отойдешь, ты уже просто проваливаешься местами. Вот. Не местами, а везде там. Вообще до земли снег сырой, а мороза уже нету. Морозы закончились. Все. Сейчас уже тает, но не замерзает, как раньше. Ну, чуть-чуть так. Теплый. Прошлую поездку горячее было. Сегодня на улице, наверное, прохладнее чувствуется. Ну все, едем дальше. Да? Едем дальше.
Смотрите, чья-то собака, интересно, чья она. Сфотографировала. Ай. Тулан с ума сходит. Чья-то собака вон там. Не знаю чья. Сейчас я заправлю. Интересно, сколько там я потратил топлива. Для интереса. В принципе, немного, наверное. Так было. Прилично. Это литр топлива на 16 километров. Так, полтора. Да, литр на 16,5. На 16,5 литра топлива. Нормально. Это нормально. А что так? 16. На 5. Что-то разница в этом. В километражах непонятно. Так, ладно, загружаюсь. Хватит. Ау. Ну все, загрузились. Сейчас мы поедем обратно домой уже. Вот такой поход с Туланом очередной. Чья-то собака тут бродит. Ну, после нас тут трактор проехал. Трактор Т4, наверное. Переход предприниматели, наверное, сделали. Зимой тут работали. Все, давайте, ждите новые фильмы. Сейчас уже, наверное, фильмы пойдут. Осенняя охота. Ну и дальше походы на свои избы. Все, до новых встреч. Пока. Самочка какая-то. Самочка какая-то. Сиди дома, не гуляй. Конно. Ладно, ребят, все, поехали.